Обычно в такое время урожай орехов уже собран, но сегодня продать его смогли лишь единицы. К тому же многим пришлось нанимать рабочих для сбора урожая за отдельную плату. Амбары и подвалы переполнены орехом. Многие отказываются продавать его по низкой цене, а у других и вовсе не берут орех из-за его плохого качества. В Министерстве сельского хозяйства всеми силами стараются помочь крестьянам. Чтобы уничтожить вредителей и спасти хоть часть урожая, был приобретен необходимый инвентарь и химические вещества. Это не только орех. Очень большие потери у нас и по другим сельхозкультурам. Это и хурма. Борьбу мы, конечно, ведем, насколько возможно, наших сил хватает. Приобретены были препараты, которые были розданы в районы, в управление сельского хозяйства. Управление уже на местах в своих районах, уже с частными лицами, там общественный сектор, где это нужно было применить, применяли. На рынке желающих сдавать орех по 60 рублей практически нет. Другие вынуждены сдавать и по такой цене. С большими проблемами сталкиваются и те, кто принимает орех. Ведь в этом году продукт не востребован за пределами страны. Оптовики скупают орех, сами его чистят и только потом продают. Но и такой способ большой прибыли не приносит. Никакую культуру мы регулировать никак не можем. Никак не можем. Потому что на рынке продает частник, производитель, крестьянин продает. Смотрит, насколько продукция востребована, имеет спрос, вот это определяет уже сам рынок. Но какие-то влияния со стороны, допустим, Минсельхоза на рыночные отношения мы просто не имеем. Таможенная пошлина, она 10 рублей за килограмм и 15 рублей за очищенный орех. Производители хоть и терпят убытки, но не отчаиваются. Говорят, еще есть надежда, что цена на орех поднимется. Сария Смыра, Стамур Гожба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.